Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем вы еще не знаете, что для вас сегодня расскажет песок. Загадайте, пожалуйста, на себя и на то, о чем еще не знаете, но узнать бы хотели. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Как интересно. У вас есть что-то ценное. У вас есть что-то ценное для других людей. Здесь какие-то люди вами очень сильно интересуются, потому что вы как драгоценный камень для этих людей. Либо это какой-то конкретный человек, который считает вас своей драгоценностью. Вы все разные. У кого-то отыграется профессиональный интерес к вам, да, вот профессиональные люди в вас заинтересованы, а у кого-то личный интерес, да, вот кто-то считает вас самым дорогим и ценным человеком в его либо в ее жизни. Вы для кого-то драгоценный камень, а вы об этом не знаете. Слушайте, так мило, так интересно. Кто-то считает, либо видит вашу ценность. И еще, мои хорошие, у кого-то по такому рисунку может отыграться ситуация, что вы очень одаренный человек, что у вас есть талант, дар, но вы об этом не знаете. Но другие люди уже это видят в вас. И за это вас ценят и относятся к вам, либо воспринимают вас как очень ценного человека. А ну-ка подумайте, что вы недавно делали, чем занимались, кого вы так сильно впечатлили, кто к вам так относится, либо каким даром, каким талантом вы обладаете. Но вы драгоценность. Кстати, еще по драгоценному камню очень часто могут показать какой-то ценный приз, выигрыш, либо какое-то безумное везение. Да, может быть, вам повезет буквально со дня на день, и вы все это на себе ощутите. Но знак очень хороший. Когда выходит драгоценный камень, здесь ничего плохого нет, наоборот, только лишь хорошее. Хорошее отношение к вам, любовь к вам, либо вы очень одаренный человек, либо везение, да, у кого-то и так отыграется. И еще, мои хорошие, от вас скрыто, что какой-то человек вас разыскивает, ищет, разыскивает, пытается найти, что-то о вас узнать, разузнать, там, контакты, где вы, с кем вы, что вы. Да, вот любая информация о вас для этого человека очень сильно желанна. Человек противоположного пола. То есть, если вы женщина, то разыскивает вас мужчина. Если вы мужчина, то разыскивает вас женщина. И этот человек, буквально сбился с ног. И от усталости, готов вот-вот упасть, но желание вас разыскать придает этому человеку силы. Да, вас кто-то разыскивает. И судя по фрагменту с правой стороны, этот человек вас найдет. И для вас это неплохая ситуация, наоборот, очень сильно хорошая. Возможно, человек кого-то расспрашивает, люди там пожимают плечами, либо специально не хотят давать о вас информацию, тоже такое может быть. Но человек не остановится и пока вас не найдет, не сдастся, не отступит. Дальше. От вас скрыто, что вы можете в сегодняшнем дне уменьшить свои расходы, да, сократить, уменьшить. Есть какая-то как подсказка, либо какой-то метод, да, для того, чтобы снизить свои расходы. Какие-то люди знают об этом и вам могут рассказать. Вы должны у разных людей спрашивать о том, что вас беспокоит. Допустим, у кого-то на коммуналку высокий расход идет, у кого-то расходы там, на детей, там, курсы, спорт, да. Может быть, есть какие-то субсидии, может быть, есть какие-то льготы, может быть, есть какие-то организации, которые по льготным ценам оказывают не менее качественные услуги.
Есть возможность снизить расходы. Люди вокруг вас об этом знают, этим пользуются, но как только вы начнете расспрашивать, вам тоже об этом скажут. И для вас это, конечно, очень хорошая, ценная и полезная информация. Кто замучился платить полный чек, да, кто замучился вот все деньги раздавать на свои расходы, начните общаться с людьми, начните задавать вопросы. Так и говорите: вот у меня есть проблема, у меня высокие расходы, как вы справляетесь, да? Может быть, вы что-то слышали, знаете. У всех спрашивайте. Вот кого вам Бог пошлет, да, с кем вы общаетесь, у всех спрашивайте. И вот 2 человека точно вам не откажут. И поделятся, и научат, и объяснят, и прям инструкцию дадут. И, может быть, даже как-то вместе с вами, да, будут что-то делать, чтобы вы уже как понимали, потренировались. Да, возможность снизить расходы. Так, еще от вас скрыто, что вам где-то будут очень рады, вас там ждут, вам там будут очень рады. Не знаю, какой-то дом, либо это какой-то офис, может быть, это какая-то организация, учреждение. Там и мужчина, и женщина есть. Может быть, они связаны, может быть, они не связаны с друг другом, но они там, и они вам будут очень рады. Ну, буквально, они вас ждут. Либо у них для вас есть очень приятные и радостные новости. Когда в следующий раз вы туда придете, ну, там совершенно будет другой прием, и вас там действительно порадуют. Может быть, до этого вы туда ходили, и ничего радостного не было, либо вас, наоборот, огорчили. А теперь, когда вы туда пойдете, эти люди вас порадуют. Возможно, эти люди вас запомнили, возможно, эти люди что-то там для вас постарались сделать, решить, добиться. Ну вот, понравились вы этим людям. Вот, когда в следующий раз вы туда придете, а вы туда точно пойдете, вам туда дорога идет, вы точно порадуетесь. Так, еще от вас скрыто, что ваши враги страдают. Знаете, прям так смешно показали. У ваших врагов молнии. Смотрите, молнии бьют, причем такие прям серьезные, огромные молнии. И ваши враги, как эти перепуганные, да, с угла в угол бегают, но деваться-то некуда, да, в закрытом помещении, извините, а куда? На стенку лезть, все равно молния достанет. Ваших врагов бьют молнии. Ваши враги расплачиваются за свои поступки и проступки. Возможно, это обратка. Да? Вы запустили обратку, вы запустили бумеранг. Возможно, вашими молитвами, да, высший суд происходит здесь и сейчас. У ваших врагов попадают молнии. Может, действительно ваших врагов бьет сейчас электричеством, либо в какой-то супер опасной ситуации находятся и просто в панике и в ужасе. Смотрите, в самый критический момент, когда эти молнии бьют, эти враги почему-то думают именно про вас. Вот как, может быть, больше всего вас обижали, да, и все-таки совесть, да, им говорит, что это тебе за нее, либо за него. Бьет молния, и причем молния очень большая, и не одна. Да, прямо в панике, в слезах, в соплях, не знают бедные, куда им деваться. Но это называется час расплаты. Так, еще вы не знаете, что вы очень сильно понравились какому-то человеку. Но тут больше, знаете, про именно интимное влечение, влюбленность тоже может быть у кого-то. Человек явно не свободен, и человек, так знаете, с грустью смотрит на вас, не может вам открыться, ну потому что предлагать? Быть любовником, любовницей? Ну, это вас просто обидит, да? Человек не может вам такое предложить. Но при этом у человека какое-то прям острое желание для вас что-то делать. Человек говорит так: если я не могу в открытую любить, но я могу свою любовь проявлять там, в виде помощи, поддержки, в защите, да, вот как-то так. И тут я спешу вас поздравить. У вас, во-первых, есть тайный поклонник, либо поклонница. И второй момент: этот человек будет тайно за вашей спиной делать для вас какие-то хорошие вещи. Да? То есть в следующий раз, если вам где-то там повезет, либо там, кто-то смягчится в вашу сторону, либо от вас кто-то отстанет, такой негативный, это все ваш тайный поклонник, либо тайная поклонница. Человек, который любит, но о любви своей молчит. Еще мне идет, что это какое-то чувство, оно не новое. То есть человек, наверное, долго в вас влюблялся, либо долго скрывал свою любовь. А теперь человек решил вот именно так действовать. Дальше, мои хорошие, здесь какое-то открытие идет.
Открытие. Вам откроется то, о чем вы никогда не знали, не думали, не догадывались. Может быть, вы знали, но вы никогда это к себе не примеряли. Да? Не примеряли. Ну, допустим, как пример, вы можете на чем-то, либо в чем-то зарабатывать деньги. Да, вот там, не знаю, в интернете, допустим, в интернете, да. Вы об этом знали, что можно в интернете зарабатывать, но то, что вы можете это делать, да, вообще никогда об этом не думали. То же самое, какая-то вот информация, да, информация, которая станет толчком для какого-то решения, принятия какого-то решения. Вообще мне идет, что благодаря тому, что вы узнаете, на себя примерите, вам новые дороги откроются. И вы начнете заниматься тем, чем никогда раньше не занимались. И будете в этом очень успешны. Сейчас вы об этом можете знать, можете не знать. Но буквально вот в ближайшем времени вы как осознаете, принимаете, либо вам эта информация прям ложится, да, и вы думаете: ой, а почему я этого не делаю? А почему я не пробую? Хороший на самом деле знак. Так, еще от вас скрыто, что судьба вас с кем-то на время развела, но не отпустила. Ну, допустим, у вас были отношения, вы поссорились, сейчас вы в паузе находитесь, либо вообще в молчанку перешли. Да, вы не общаетесь, но судьба вас друг от друга не отпустила. Между вами есть связь. И эта связь, она с каждым днем все прочнее и прочнее становится. То есть вы друг другу по судьбе. Скорее всего, сейчас у вас испытания в отношениях. И когда вы эти испытания пройдете, вы уже по-другому будете друг к другу относиться. Больше будете любить, ценить и уважать, да, почитать и дарить радость, заботу, ласку. И еще, вот кто поругался, кто в паузе находится, я вижу, что вы сильный человек. Вы как-то с этим справляетесь, вы принимаете как есть, у вас нет надрыва. Но ваш партнер, с кем вы расстались, очень сильно страдает. И у кого-то отыграет, что человек плачет, в прямом смысле слова, да, оплакивает от горечи, потери, прям слезы льются. А у кого-то отыграет, что человек вообще ни за что браться не может, вот прям совсем, знаете, как в прострацию впал. Ну, потому что человеку вас не хватает. Вот настолько болит эта потеря, что человек еле-еле это переносит. Да, вы сильный человек в этом плане, вы умеете взять себя в руки, а ваш партнер либо партнерша нет, очень сильно по вам страдает, убивается. Так мне идет. Так, еще предатель тут показан. Предатель, причем предатель как двойное лицо у человека, да, как это двуликий Янус. Человек, когда общается с вами, лицо всегда улыбается. Знаете, и по поводу, и без повода всегда улыбка на лице. Вот вам подсказка, кстати. Когда вас нет, у человека в сторону вас прям гримаса такая, знаете, завистливая гримаса. Да, человек вам очень сильно завидует, и очень много каких-то обид у этого человека. И на вас, и на других людей. То есть много обид, много претензий. Человек себя оправдывает тем, что вот вы его обидели, либо ее обидели. И поэтому я вот ее предаю. Поэтому я про нее там сплетни распускаю, либо что-то рассказываю, либо стучу на нее, как крыса. Да, вот такой момент. Кто больше всего вам улыбается, это человек-предатель. Вот чтобы вы понимали для себя. Прям проверьте. Вот есть же этот человек, кто улыбается вам постоянно при встрече, при общении, там, знаете, беспричинно улыбается, да, всегда улыбка на лице. Скажите какую-нибудь информацию, да, там, шуточного характера, да, просто скажите, а потом вы эту информацию буквально на следующий день уже услышите как сплетни о вас, да. Этот человек постоянно это делает. Делает, потому что считает, что вы там обижаете, что вы там шикарно живете, кучеряво, да, что вы там не делитесь, либо его угнетаете, ее угнетаете. Да, там куча отмазок есть. И этот человек предатель, и вообще предатель не только к вам, но и по жизни предатель. Да, всех предает. Это такой, знаете, сволочной характер. Так, еще мужчина на букву «Д». Это может быть имя, это может быть фамилия, это может быть даже кличка, прозвище, погоняло, да. С левой стороны вы не знаете, от вас скрыто, что это человек, кого зовут на букву «Д». Ну, вообще очень такой, знаете, успешный, ресурсный человек. И этот человек
в будущем, не сейчас, но в будущем, очень многое для вас делает, очень многим будет вам помогать, может даже вашим спонсором станет на добровольных началах. Именно мужчина, ну, мальчик, муж, не знаю, как парень, мужской род, на букву «Д» либо имя, либо фамилия, либо кличка. Очень ресурсный человек. Человек, который либо уже состоялся, либо еще состоится. И я вижу, что от этого человека вам очень много блага придет. Очень много. Ну, вот мне идет как спонсор, как донатор, как покровитель этот человек для вас. Вам не следует с этим человеком терять связь, контакт. Наоборот, стоит укреплять. Понятно, что не нужно там на руки прыгать, да, ножки кланяться, но общение должно всегда поддерживаться, да, не избегайте общения, не избегайте контактов, ну и ведите себя соответственно, да, не нагоняйте страстей, поймите, что этот человек вам в будущем не раз пригодится, вообще будет вашим покровителем, очень многое вам даст, очень многое. Для вас человек как альфа, как начало, да, начало чего-то нового, помощь. Видите, человек буквально вам на голову руки ложит. Когда вы будете в этом нуждаться, этот человек вам все даст. Причем не за что-то, а просто так, потому что у вас хорошие отношения. У кого-то еще отыграется, что прям спасет вас в какой-то момент, когда вы будете в этом нуждаться. И некому будет обратиться, либо те, кому вы обращаетесь, будут отворачиваться, а этот человек никогда не отвернется. И опять же, ресурса много у этого человека будет, либо уже есть, либо будет. И человек прям ничего не пожалеет для вас. Общайтесь с человеком на букву «Д», с мужчиной на букву «Д». Так, еще кому-то желудок нужно проверять и вообще лечить. У вас все проблемы именно с желудком связаны, желудочно-кишечный тракт. Я не доктор, не претендую, но если вы постоянно, у вас там иммунитет слабый, у вас постоянно какие-то проблемы, там и нервная система, и проблемы с кожей, и аллергии, чего, что-то не усваивается, там волосы выпадают, сухость идет, это желудок. Неправильно работает, либо не усваивается, может там этот pH нарушился. Ну, не доктор я не доктор, не могу вам объяснить, но вот желудок вам нужно проверять и лечить. Может, какие-то вам диеты нужны, может быть, вам какие-то медикаменты нужны. Надо проверять желудок. Вы думаете на что угодно, но только не на желудок. Может быть, вы привыкли, что у вас там, не знаю, гастрит, допустим, хронический, и вы думаете, все живут так. Но у вас все проблемы от желудка идут. Не усваивается, либо что-то не то вырабатывается, не те ферменты. Из-за этого у вас проблемы со здоровьем. Именно вы четко желудок показали. Так, еще вы не знаете, что вам предстоит какой-то, ну не знаю, у кого-то переезд, а у кого-то улучшение жилищных условий. Ну, допустим, да, кто-то съедет, переедет в новый хороший дом, комфортный дом, благополучный дом, там все будет хорошо. И внешний вид, и энергетика, и жизнь по-другому сложится. А у кого-то в текущем жилище, да, доме, квартире будут какие-то улучшения, замена чего-то, ремонт чего-то, либо там новая мебель, вот что-то будет обновляться. Либо переезд, либо обновление вас ждут. И если вы скажете, что у меня нет денег, ну, это не касается этой ситуации. Здесь вам по судьбе, и это уже для вас прописано, вот она горящая точка, и это с вами случится, действительно случится. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.